Доброе утро, дорогие телезрители. Начинаем новый рабочий день. С вами Вероника Тамтосова. И Евгений Никифоров. Как обычно, утро — это самое пограничное время суток, поэтому в это время обычно кто-то уже на работе, кто-то, может быть, завтракает, а кто-то еще спит, а может быть, кто-то даже еще и не ложился спать. Но, тем не менее, нам всем обещаем, что сегодняшний день будет замечательный, прекрасный, плодотворный и активный. Что же ждет нас сегодня? Ну как что? Конечно, сделаем зарядку. Как после такой речи не сделать-то ее? Это просто невозможно. Поговорим о том, как правильно подготовить своего коня, кстати, железного, но двухколесного. Прекрасно. Вот, выберем с вами самые лучшие очки, которые будут не только стильные, но и полезные для вашего здоровья. Поговорим вообще о здоровье, о книгах вместе почитаем и выберем самую лучшую. Все для вас. Ну а какой же день без погоды? Чтобы сегодня наша одежда была подобрана в соответствии с погодой, ознакомим вас с этим прогнозом. Итак, в центральных районах сегодня минус 27, минус 10, в Заречной группе минус 28, минус 10 градусов холода, в Южной 18-10 ниже 0, в Вилюйской группе 27-13 со знаком минус, в Нижнеленских минус 30, минус 12, в Западных 21, минус 9 градусов холода, в Колымо-Индигирской группе Усов 34-11 ниже 0, в Янских минус 36, минус 18, на северо-западе 25-21 градуса холода. В Якутске температура воздуха в 6 часов утра минус 24 градуса, атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба, ветер северный до 1 метра в секунду. Сегодня днем переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный от 1 до 4 метров в секунду. Температура днем настоящая весенняя, минус 6, минус 8. Ну слушай, и погулять Прекрасно. можно, и походить, Да, вообще действительно, замечательно. погода просто радует. Совсем скоро мы снимем шапки, шубки, теплую обувь и будем гулять под летними дождями. Ну а в случае Евгении еще и покатаемся на велосипеде. Очень надеюсь, что скоро этот сезон все-таки начнется. Что же еще нужно знать нашим телезрителям, подписчикам нашего телеграм-канала столь ранним утром? Думаю, что это последние события из жизни мира, республики и города Якутска. Новости, господа. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. По итогам 2024 года объем выданных ипотечных жилищных кредитов в Якутии составил 64 миллиарда рублей, что на 36% меньше, чем годом ранее. Количество договоров ипотеки также сократилось с 22 тысяч до 15 тысяч единиц, причем половина от общей суммы выданной ипотеки, 32 миллиарда рублей, пришлась на приобретение жилья в новостройках. С 1 апреля в школах Якутска начнется набор в первые классы. В этом году в учебные заведения города готовы принять 5000 юных учеников. Кроме того, с 15 апреля стартует и набор детей в дошкольные учреждения. В 2025 году детсады Якутска планируют открыть дополнительные 45 ясельных групп, которые обеспечат 1125 мест для самых маленьких. На сегодняшний день в городе функционирует 177 ясельных групп. В столице республики стартовал первый день фестиваля «Агрошкола ГАТУ». Принять участие в мероприятии прибыли представители 42 агропрофилированных школ региона. Для участников были подготовлены творческие спортивные конкурсы. Школы представили свои достижения в аграрной промышленности. Более того, учителя посетят курсы повышения квалификации от преподавателей АГАТУ, а школьники пройдут бесплатные консультации по ЕГЭ и профориентационные курсы. Например, для школьников они узнают про профессии, какие есть сельскохозяйственные профессии. Также мы помогаем по научной работе и профориентация. А для преподавателей, конечно, это наши будущие студенты, наши будущие абитуриенты, привлечение. С 1 апреля в Якутске подорожает проезд в маршрутных автобусах предварительно на 16,6%. Новые тарифы утвердят уже на этой неделе. Решение было принято в том числе и для повышения заработной платы водителям автобусов, чтобы сравняться с инфляцией. Мэр Якутска Евгений Григорьев подчеркнул, что повышение тарифов – вынужденная мера, которая имеет и целевой характер. В этом году планируется обновить технику.
Более 300 музыкантов из России, Сербии, Кыргызстана и Китая выступят на втором международном конкурсе «Созвездие Арктики-2025» в Якутске. С 24 по 28 марта конкурсанты поборются за звание лучших в вокале, хоровом пении, игре на инструментах, включая национальные. В жюри вошли именитые деятели искусств, такие как профессора Лариса и Сергей Мовчан из Московской консерватории. Специальным гостем станет гитарист Равшан Мамедкулиев. В рамках конкурса пройдут мастер-классы и концерты. Это определенно важный этап всегда, потому что конкурс – это соревнование, и это очень, скажем так, заставляет человека мобилизоваться, да? То есть это не обычный концерт всегда. То есть на концерте человек может себя спокойно, расслабленно чувствовать, а здесь это как Олимпиада. И это всегда рост определенный, потому что без конкурсов не бывает роста профессионального. Это большой вклад, потому что в инструментальном исполнительстве это по масштабам самый большой конкурс в республике на сегодняшний день. И это можно видеть по составу жюри, потому что это жюри международного уровня. Вот. И у нас в этом году даже заявки из Китая. На календаре сегодня 25 марта, и в разные столетия кулинары по всему миру придумывали различные рецепты вафель. Десерты любят повсеместно. Но кто вы думали, почему 25 и вафли? А потому что 25 марта отмечает Международный день вафель. В переводе со старофранцузского термин «вафля» означает узор медовых сот. И хотя этот узор считается самым эталонным, рисунки на ранних вафельницах можно встретить самые разные. Среди них были животные, пейзажи и даже фамильные гербы, религиозные символы. Установить точный момент появления вафель сложно. Известно, что традиция чествования блюда принадлежит Швеции. Вафли отличаются от прочих кондитерских изделий хрупкостью, легкостью и уникальной рифленой поверхностью. Они обладают высокой энергетической ценностью благодаря большому количеству сахара и жиров в их составе. В связи с этим десерт часто используют в качестве перекуса, потому что он быстро утоляет голод. К тому же высокое содержание глюкозы улучшает мозговую деятельность. Но помните, чрезмерное потребление этого десерта может стать причиной развития сахарного диабета. Выбирая вафли, обязательно стоит учитывать их состав. Особо внимание заслуживает используемый жир. Предпочтение при выборе стоит отдать продукту в прозрачной упаковке, где проще оценить их внешний вид. Качественные вафли не должны при разламывании крошиться, лишь хрустеть. Мягкость свидетельствует о несоблюдении условий хранения, при которых они отсырели. Эксперты Роспотребнадзора рекомендуют хранить вафли в темном и сухом месте, подальше от продуктов с сильными запахами. Ну что ж, столько нюансов при выборе, при употреблении такого, казалось бы, простого десерта мы сейчас узнали. Интересно. А прямо сейчас расскажем, какие еще события произошли сегодня, 25 марта. На календаре 25 марта. Праздник весны и ярких красок Холи. По народному календарю Феофанов день. На Руси в этот день с утра выходили на улицу встречать весну. Считалось, что к Феофану полностью сходит снежный покров и оттаивает почва. Этот день в истории. В 421 году в этот день основана Венеция. В 1306 году в древней шотландской столице Скуне на престол взошел Роберт Брюс. В 1532 году, 25 марта, в Риме опубликована «История Флоренции» Никколо Макиавелли. 1872 год, 25 марта, считается днем рождения почтовой открытки в России. В 1997 году у берегов Эквадора обнаружен легендарный морской клад. В этот день родились Андроник II Палеолог, византийский император; Василий III, русский царь, великий князь Владимирский и московский всея Руси; Каролина Бонапарт, младшая сестра Наполеона Бонапарта; Алексей фон Явленский, русский художник-экспрессионист; Игорь Горобарь, русский художник-искусствовед; Мария Пахоменко, советская российская эстрадная певица. Именины сегодня отмечают Александр, Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Семен и Сергей. Сегодня день, столько знаменательных событий, у многих именины. Но, вот я все-таки считаю, что именно в детстве нам что-то поднимает настроение сильно. Вот тебе в детстве что поднимало настроение? Да, конечно, в детстве на самом деле не так сложно поднять настроение ребенку. Буквально новая игрушка, может быть, какая-то сладость. Достаточно ее, чтобы поднять настроение. Но мне кажется, что я, как и все дети, был достаточно любознательным, мечтал все исследовать. А больше всего, наверное, мне хотелось бы увидеть каких-то доисторических животных, может быть, даже динозавров. Хорошо, что динозавры не ходят по улице. Согласен. И такой возможности у наших детей нет. Так
Тогда давай вместе со всеми юными исследователями перенесемся в Сиднейский зоопарк, где подрастает детеныш исчезающего вида австралийского морского льва. По-моему, тоже интересно. Животные находятся на грани исчезновения и внесены в Международную Красную книгу. В Сиднейском зоопарке Таронга подрастает детеныш австралийского морского льва, находящегося под угрозой исчезновения. Малышка плавает и резвится со своей мамой по кличке Тарни в специальном вольере. У нас отличные новости. Одна из наших прекрасных австралийских морских львиц Тарни родила своего первого детеныша 8 недель назад. Наша малышка родилась 31 января. Это девочка, и это замечательно. При рождении она весила 7 килограммов. Сейчас она абсолютно здорова и весит уже 13 килограммов. Специалист отметила, что для Тарни это первое материнство. Поэтому ей потребовалось время, чтобы освоиться в новой роли. Первые пару дней они притирались друг к другу. Но теперь она лучшая мама на свете. Заботливая, всегда хочет знать, где ее детеныш. Малышка начала плавать, а Тарни всегда рядом. Присматривает за ней, следит за ее безопасностью и за тем, чтобы она хорошо плавала. Поскольку это первый детеныш Тарни, ей потребовалось немного времени, чтобы освоиться в роли матери и понять, как правильно кормить малышку. Первые пару дней они притирались друг к другу, но теперь она лучшая мама на свете. Тарни с дочкой находятся в питомнике, где львенок учится плавать и нырять. Как только детеныш окрепнет, их с мамой переведут в основной вольер. Детеныш только учится плавать и нырять на глубину. И как только она освоится, ее переведут в естественную среду обитания, где вы сможете ее увидеть. Австралийские морские львы – эндемики Австралии. Это значит, что этот вид тюленей встречается только здесь и больше нигде в мире. Так что они по-настоящему особенные. И, к сожалению, находятся под угрозой исчезновения. По оценкам, в дикой природе осталось около 6,5 тысяч взрослых особей. Это делает этих ребят еще более ценными. Они – важная резервная популяция. И мы можем узнать о них много нового и внести свой вклад в их выживание в дикой природе. Так здорово наблюдать за животными, особенно такими редкими для нашей Якутии, для нашего региона в частности. Ну а в целом поход вообще в любой хороший зоопарк, не только в австралийский, это ведь удивительная возможность зарядиться положительными эмоциями. Ну да, еще мы хотели поделиться, что мы каждое утро стараемся сделать семейным. И эта вот рубрика, она, конечно, больше для наших детей, чтобы они познакомились с удивительными животными и зарядились энергией хотя бы через экран, такими летними, Тоже красивыми верно. эмоциями. Ну а прямо сейчас, я думаю, что пора зарядиться эмоциями и вам. Но если даже жирафы по утрам шею разминают, нам с Чем вами мы хуже точно, жирафов, да, чем что мы хуже называется. жирафов. Поэтому на старт, внимание, марш. Давайте повторим. Потянулись вверх, Давайте. солнышку, да. Как слон к хоботу. Вот это уже для детей, да. Что-то щелкнуло. Ну, а на самом деле, давайте, у нас сидя это неудобно, поэтому с нашим тренером на сегодня мы будем не тянуться, и сегодня мы будем заниматься самомассажем. Доброе утро, Якутия! Сегодня мы с вами будем делать комплекс самомассаж. Круговыми движениями мы с вами массажируем, слегка надавливаем на голову, слегка. Круговыми движениями 1, 2, 3, 4, 5. И в другую сторону 1, 2, 3, 4, 5. Следующее упражнение мы массируем наши ушки. Почему? Потому что у нас там есть очень много нервных окончаний. 1, 2, 3, 4, 5. Все упражнения можно делать с закрытыми глазами. Помассажировали. Сейчас следующее упражнение. Мы переходим на шейно-воротниковую зону. Также мы с вами массажируем. Можем повернуть голову, чтобы хорошо промять одну сторону. И другую также. Следующее упражнение мы массажируем зону плеч и ключицы наши. Легким нажатием каждую сторону. Раз, два, три, четыре. Следующее. 1, 2, 3, 4. Также переходим к нашим пальцам и рукам. Массажируем
каждый пальчик, каждый суставчик. Раз, два, три, 4, 5. Ручки промассажировали. Идем на зону ног. Раз, два, три, 4, 5. И поменяли ножку. Раз, два, три, 4, 5. Также переходим на наши стопы и пальчики стоп. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. Меняем ногу. Отдельное внимание мы уделяем зоне поясницы. Мы также массажируем ее. Раз, два, три, 4 и 5. Делая такой самомассаж, мы пробуждаем наше тело на целый рабочий день. Вот так, друзья, зарядка, самомассаж зарядила нас энергией, разогнала сонливость и напомнила: наше тело, наш главный проект. Но здоровье — это не только мышцы и бодрость. Как машине, так же, как и машине, нужно топливо и техосмотр, так и нам важно заботиться о внутренних механизмах, особенно о тех, что работают тихо и незаменимо, например, о легких. Знаете ли вы, что их здоровье зависит не только от свежего воздуха, но и от нашего внимательного отношения? Сегодня у нас в гостях человек, который знает об этом все, врач-фтизиатр организационно-аналитического отдела Государственного бюджетного учреждения Республики Саха-Якутия НПЦ «Фтизиатрия» имени Ефрема Николаевича Андреева Елена Вадимовна Соловьева. Елена, доброе утро. Доброе утро. Да, доброе утро, здравствуйте. Ну, вы прекрасно выглядите, такой хороший пример здоровья. Спасибо. А чем знаменательна дата 24 марта для фтизиатров? 24 марта, вот в 1882 году немецкий ученый Роберт Кох впервые открыл возбудитель микотуберкулеза, и спустя 100 лет Всемирная организация здравоохранения учредила этот день как День борьбы с туберкулезом. В 1998 году эта дата уже получила официальную такую, да, поддержку, и вот уже на протяжении 27 лет мы в нашей республике проводим месячник борьбы с туберкулезом. Что в этот период? Да? В этот период у нас особенно активно проводятся разномасштабные мероприятия, то есть это лекции, беседы, семинары в школах, средних, высших учебных заведениях. Также в трудовых коллективах, конечно, в медицинских организациях мы напоминаем, да, о важности раннего выявления туберкулеза. Конечно, мы не забываем про наших пациентов, и в отделениях у нас проводятся также викторины, разные какие-то игры, мероприятия, то есть мы помогаем людям, то есть после заболевания, как они могут оздоровиться. И, конечно, очень важно, чтобы они делали для своих близких, чтобы тоже не заболели, да, вот этим коварным заболеванием. Безусловно, мы весь год как бы проводим эти мероприятия, но именно в период месячника они у нас, эта борьба, она более такая особенно усиленная. насыщенная. Да, идут, особенно но насыщенная. нет ничего важнее, идет. чем просто профилактика, на самом Да, деле. этот Гораздо год у нас важнее. особенно знаменательный, он особенный, он у нас юбилейный. 100 лет противотуберкулезной службы в республике и 75 лет с организацией ЕФИТ, ЕНИТ, и сейчас мы называемся научно-практический центр фтизиатрии имени вот Ефрема Николаевича Андреева. Ну, столько Вот как дат, мы вас серьезно, поздравляем да. с такими Спасибо, да. юбилеями. Это юбилей, Да, действительно. да, Серьезно, да, да. действительно Но большие вот мероприятия. получается, туберкулез как будто бы отступил, и мы немножко так забыли, что это и насколько это на самом деле опасно. Да, туберкулез – это инфекционное заболевание, которое преимущественно передается воздушно-капельным путем и зачастую, да, в большей степени поражает легкие. То есть, но важно помнить о том, что туберкулез может поражать любые органы и системы, не только легкие, да, о чем многие забывают. И раньше как бы считалось, что этим заболеванием болеют чаще не социально неблагополучные, как бы, и на сегодняшний день среди числа заболевших их, конечно, большинство, но
все-таки сейчас, на сегодняшний день, начинают превалировать и социально благополучные в плане условий работы, в жизни. Да? Это связано с тем, что сейчас идет глобальная информатизация, да, высокий уровень стресса, высокий темп просто вот жизни нашей, он отодвигает на задний план вот занятия спортом, здоровый сон, правильное питание, мы все с вами мчимся куда-то, да, и профилактика, она такая, знаете, она до сих пор работает, то есть это полноценный 8-часовой полноценный сон, правильное питание сбалансированное, да, занятия спортом. И, конечно, отказ от вредных привычек. То есть, ну, как бы, допустим, такие как курение. Мы же уже, как бы, знаем, доказано, что курение влияет на легкие. Конечно. Да, да, и вот бронхолегочную систему, и на иммунитет в целом. Поэтому отказ от вредных привычек тоже немаловажный фактор такой. Ну вот всем кажется, что БЦЖ, МАНТУ вот поставили, и это вот все на всю жизнь. То есть МАНТУ ставит нам, слава богу. МАНТУ мы помним все с Да, детства, с детства, прекрасно. как бы в детстве проверили, все хорошо. БЦЖ вроде бы при рождении сейчас, ну как бы там что-то меняется, это поставили, все хорошо. На самом деле вообще, что это такое и насколько это правда, ну, панацея от того, чтобы ребенок заболел? Да, конечно, не стоит путать вакцину БЦЖ и скрининговые исследования МАНТУ и диаскин-теста. То есть БЦЖ — это у нас прививка, которая ставится, да, в роддоме. Она делает иммунитет, у человека формируется с рождения, как бы можно сказать, да. А скрининговые исследования — это вот МАНТУ и диаскин-тест. То есть они показывают, есть ли заболевание у ребенка в этот момент. Диаскин-тест также используется и у взрослых, если доказан прямой контакт с бактериовыделителем, то есть, да, который выделяет микобактерию. Это вот разные, их не нужно путать. Вот. А БЦЖ это вот на всю жизнь? Да. БЦЖ, оно не дает конкретно стойкого иммунитета. Человек может заболеть, но вакцинированный человек, он пронесет вот эту болезнь, да, в более легкой степени. То есть такое может. Ну, то есть это не как бы не Да, говорит о не том, что ребенок конкретно, точно да. не заболеет, Да, но, да, по крайней мере, у него Ну, будет замечательно, иммунитет. да. Вот Здорово. после ваших слов об исследовании хочется узнать, какая на сегодня ситуация по туберкулезу, эпидемическая, вот в настоящее время у нас с вами, насколько все? Вот эпидемическая ситуация на сегодняшний день гораздо улучшилась, да. По итогам 2024 года общая заболеваемость, она снизилась. То есть вот общая заболеваемость снизилась на 16,9%. Детская заболеваемость снизилась на 8,9%. Вот. Общая территориальная распространенность снизилась на 6,6%, что связано с уменьшением числа впервые выявленных туберкулезом и, конечно, высокой эффективностью лечения на туберкулез. Это также показывает и снижение показателя смертности. То есть также вот в 2024 показатель смертности составил 2,1 на 100 тысяч населения, что на 27,6 ниже предыдущего показателя с 2023 год. В каких случаях нужно обратиться к фтизиатру и как к нему попасть? Ну вот смотрите, да, напрямую к фтизиатру человек попасть не может, то есть только по направлению от своего терапевта, то есть по прикреплению. Поэтому при первых признаках ОРВИ, простуды каких-то пациенту обязательно, конечно, нужно посетить своего терапевта, и уже при необходимости терапевт направляет к фтизиатру. Первичный прием, конечно, ведет непосредственно врач-фтизиатр, и в этот же день пациент сдает все необходимые анализы, то есть мокроту и там туда, куда дальше назначат. А вот если вдруг человек запустил болезнь, даже не знал, может быть, об этом, не обратился к врачу вовремя, что может ожидать его, что будет, если не лечить туберкулез? Не лечить туберкулез, конечно, это очень плохо, скажем, да. Микобактерия туберкулеза очень устойчива к внешним факторам, поэтому зачастую организму человека очень тяжело справиться с этим заболеванием, не лечив его. Вот. В редких, очень редких случаях как бы возможно, да, индивидуально излечиться, но тогда если, допустим, мы берем легкие, появляется инкапсулированное такое образование, в котором находятся микобактерии туберкулеза, то есть ограниченное. И тут уже не угадаешь. То есть человек может всю жизнь с ней проходить и не заболеть дальше, либо это произойдет, то есть разрыв, да, распад, и уже пойдут более такие распространенные формы туберкулеза. Это очень опасно.
И если, допустим, говорить о внелегочном туберкулезе, то при заболевании любого органа будут болезненные ощущения. А если говорить о туберкулезе легком, у нас болевых ощущений нету. В этом и коварен туберкулез легкого. То есть зачастую наши пациенты не чувствуют то, что они болеют, они отрицают. Да? Они не видят ту картину, которую мы видим на рентгенологических снимках, к сожалению. Они отказываются, уходят самовольно с стационара. И это, конечно, несет прямую угрозу людям, с которыми они общаются напрямую. Что должен знать человек для того, чтобы не профилактику проводить, а хотя бы контроль своего состояния вот именно в плане туберкулеза? То есть повышать, конечно, свой уровень иммунитета, проверяться ежегодно, проходить ФЛГ, скрининговое исследование, то есть, не откладывать на потом свое здоровье. Вот. Базовые такие действия. Конечно, да. Конечно, занятия спортом. Поэтому проходить и ежегодно проходить ФЛГ-обследование, скрининговое исследование, это обязательно. Я желаю всем крепкого здоровья, не болейте, занимайтесь спортом. Спасибо большое. Спасибо Я большое. думаю, что из ваших уст это возымеет действие. Спасибо. Спасибо. Я уверена, сегодня узнали много нового, еще раз осознали, что необходимо очень внимательно относиться к своему здоровью. Да, без сомнений. Казалось бы, каждая незначительная вещь может стать причиной очень больших проблем со здоровьем. Вот, например, такая простая вещь, как подбор очков. Да, не говори, подобрал не ту форму, это мелочь, а подобрал не те диоптрии и ничего не видишь. Это уже проблема. Да, и сегодня поговорим о том, что волнует почти каждого. Второго, как выбрать идеальные очки. Да-да, те самые, которые и зрение поправят, и образ дополнят. На самом деле тема очень актуальная. К счастью, я не ношу очки, но я знаю прекрасно, как мои знакомые мучаются с подбором оправ. Это то узкие, то широкие, то стиль не тот, то цвет не тот. С чего вообще начать? Это мы узнаем прямо сейчас. Доброе утро, друзья! Сейчас хотелось бы в этом нашем небольшом сюжете рассказать, как подобрать очки, как правильно, на что нужно обратить внимание, мы сейчас узнаем. Сперва-наперво, конечно же, размер. То есть оправы могут быть меньше, больше размером, ну и по посадке. Во-первых, стоит обращать внимание на размерку самой оправы. Оно пишется как шпаргалка на заушнике. То есть обратите внимание, это 58 размер в миллиметрах здесь указано на линзе отсюда до сюда. То есть оно напрямую влияет на саму ширину оправы. И третье немаловажное, это у нас ширина, длина заушника от начала до конца. То есть расположение ушей, физиология человека бывает разная. Уши могут быть дальше, уши могут быть ближе. Стоит обращать внимание. Также стоит отметить, что оправы имеют европейскую посадку и азиатскую посадку. То есть даже... Да, собственно говоря. На пластиковых оправах это более чем видно, что можем сравнить. Отличаются по первостепенно, это у нас по носоупорной части у европейской посадки. Носоупоры идут короче, чем у азиатской посадки. Собственно говоря, здесь носоупоры удлиненные, передняя рамка прямая и передняя рамка чуть шире. Я чуть Михаила перебью, то есть вот у меня есть такая проблема, да, например, спортивные очки иногда примеряю, и они у меня висят на щеках, да, до носа даже не касается. Ситуацию такую спасает либо удлиненные носоупоры на пластиковых оправах, либо же, собственно, металлические оправы. Более чем универсальные у нас идут металлические оправы, потому что носоупорная часть можно регулировать, то есть их можно вытянуть под себя, под строение носа. Бывают сломанные носы мужчин. Ничего страшного, можно подправить. Все это исправляется. Также по материалу советую выбирать. Если останавливаемся на металлических модельках оправ, следует знать, имеется ли у нас аллергия на металл. У некоторых агрессивные прям бывают, следы появляются. Самые гипоаллергенные это у нас нержавеющая сталь. На оправе будет указано Stainless Steel, либо же серия Титан. Титан у нас самый гипоаллергенный материал. Считается. Еще титан, он такой прочный, да, получается? Титан альфа, титан бета не отличается. Титан бета, он будет гибкий сам по себе, облегченный. И передняя часть титан альфа, это жесткий титан.
То есть рамка должна передняя быть жесткой, а заушники мягкой. А вот что по поводу проверки зрения, например, да, вот мы ходим к офтальмологу, а вообще рекомендуется проходить обследование раз в год. Раз в год обязательно. Раз в год обязательно. И взрослым, и детям, да, то есть это как взять нужно как за правило, да, чтобы избежать каких-то, ну, там, запущенных случаев. Конечно. Но, допустим, после офтальмолога мы приходим, и у нас есть на руках исследование, нужно ли повторно, допустим, уже в салоне оптики делать исследование? Желательно, конечно, потому что оптометрист, также консультант должен удостовериться в правильности рецепта, потому что иногда бывает такое, что за короткий промежуток, возможно, поменялось. Ага. Сахарный диабет, если у нас есть, просто шкарит страшно. То есть диоптрии могут меняться. Ну и другие факторы, конечно же, это механические повреждения глаз и так далее. Ну, зачастую это бывает давление. То есть вы пришли к офтальмологу, будучи у вас давление на глазу, у вас, собственно, диоптрии показали не те. Ага, пришли к нам, у нас уже давления нет, показания уже чуть поменьше. Ну, то есть своя специфика для подбора линз, она и существует. Конечно. Ну и получается там офтальмолог, а тут оптометрист. Оптометрист, да? Именно для остроты зрения, а не по здоровью глаз. Хорошо, Михаил, спасибо большое. Ну, друзья, вам желаю крепкого зрения, да, очень острого, четкого. Ну и, конечно, обязательно следите за своими глазами и проходите вовремя обследование. Ну здорово, мне кажется, отличный совет. Знаешь, последнее время вот полезные советы, которые посвящены именно здоровью, пользуются просто какой-то бумом популярности во всех мессенджерах, на телевидении у нас тоже, и это здорово, мне кажется. Вообще, люди стали вести это здоровый не образ может не жизни. радовать, потому что чем больше людей стремится к здоровому образу жизни, тем лучше на самом деле. И многие такие простые вещи, например, как вот катание, езда на велосипеде, оно ведь тоже добавляют здоровье. Помимо того, что добавляют здоровье, это еще дарит положительные эмоции, какую-то радость и приключения, перемещение с одной точки в другую. Ты уже увидел велосипед, у тебя уже настроение поднялось. Вот как от динозавра примерно в детстве. Но велосипед, как и любую другую технику, нужно немножечко подготовить к сезону. Сейчас весна, многие уже начали выкатывать своих железных коней. И как же их подготовить к весенне-снежному такому катанию, узнаем прямо сейчас. Друзья, наступили яркие, теплые, солнечные весенние дни. Я уверен, что те владельцы двухколесных коней, те, кто зимой не катается на велосипеде, ждут не дождутся начала велосипедного сезона. О том, как правильно подготовить велосипед к началу сезона и можно ли кататься на велосипеде сейчас, когда снег и лед, расскажем в нашей рубрике. Итак, что же нужно для того, чтобы начать кататься на велосипеде прямо сейчас, когда лежит снег? Во-первых, крайне рекомендую установить шипованные покрышки. Дело в том, что в период весны, когда вечером и утром подмерзает все, что находится на дороге, становится очень-очень скользко. И так как у велосипеда всего два колеса, держать равновесие бывает затруднительно. Поэтому устанавливайте шипованные покрышки, остренькие, если есть такая возможность, и это даст вам гораздо большую уверенность в движении. Также хочу напомнить, что за время зимнего хранения, как правило, колеса немножечко спускают, теряется давление в шинах. Поэтому перед первым выездом обязательно нужно подкачать колеса, приведя их к номинальному давлению. На велосипедных покрышках, как правило, это указано на самой покрышке. То есть, какие бы у вас ни были покрышки, обязательно подкачайте их до нужного уровня. Существуют насосы с манометром, можно также проверить просто давлением пальца. Важный момент: на большинстве велосипедов автомобильный ниппель, поэтому если даже у вас в гараже сосед по гаражу имеет автомобильный насос, а у вас насоса нет, то можно попросить его подкачать. Следующее, что нужно сделать, и нужно делать всегда, а не только в начале сезона, это смазать велосипедную цепь. Ведь цепь — это основной механизм трения, который существует в велосипеде. За цепью нужно ухаживать, мыть и своевременно смазывать. Как это делается? Для смазки цепи сразу хочу отметить, что в зимнее время это в целом не обязательно. У нас пока нет песка, грязи, нет какого-то определенного такого вот мешающего фактора. Но, тем не менее, смазать цепь не помешает и в начале сезона. Цепь смазывается жидкой смазкой. Таким образом, по капельке наносится на каждое звено. Кап, 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 кап. Важный момент: цепь нужно смазывать с внутренней стороны. Многие смазывают ее снаружи, что немножечко некорректно, а нанося смазку на внутреннюю поверхность вот этих роликов, мы достигаем максимально полезной функции смазки.
После того, как вы смазали цепь, нужно ее прокрутить. Видите, она замечательно крутится, и можно отправляться в путь. Что еще нужно проверить перед тем, как выезжать? Обязательно нет ли где-то каких-то люфтящих соединений. Все ли у вас работает? Не болтаются ли колеса? Дело в том, что когда многие хранят велосипеды зимой на балконе, какие-то дополнительные вещи с ними могут рядом оказаться, и велосипед может где-то что-то помяться, разболтаться. Обязательно проверьте тормоза. Тормоза проверяются просто нажатием на ручки и попыткой сдвинуть велосипед. Вот видите, при зажатом тормозе у нас все схватывается. Таким образом, безопасность будет повышенная. Далее, необходимо обязательно настроить высоту седла под себя. Это бывает нужно, когда вы в момент хранения убираете седло или опускаете его в самое нижнее положение. Седло должно быть отрегулировано таким образом, чтобы когда вы на нем сидели, нога в нижнем положении педали была выпрямлена. Вот таким образом садимся на седло, педаль в самом нижнем положении, и ваша нога должна быть выпрямлена в колене, ну, либо чуть-чуть согнута. Если нога согнута достаточно сильно в нижнем положении педали, это неправильная посадка, и ничего хорошего для ваших суставов она не даст. Правильное положение седла вот такое. А самое главное для езды на велосипеде – это безопасность. Поэтому во время движения по городу старайтесь одеваться в яркую, заметную одежду, не в такую серую, как у меня, и используйте велосипедный шлем. В случае падения или какого-то несчастного случая он существенно может спасти вашу голову. И самый важный момент, друзья, если вы двигаетесь на велосипеде по городу, по тротуарам и пересекаете проезжую часть, это обязательно нужно сделать, спешившись, ведя велосипед рядом с собой за руль. Это одно из самых распространенных нарушений, не допускайте его. Пересекаем по переходу, идем пешком рядом с велосипедом. Звоночек – замечательное средство для того, чтобы обозначить себя на пешеходной дорожке, велосипедной дорожке, чтобы показать, что вы едете. Светоотражатели – замечательная вещь для того, чтобы вы были заметны в темное время суток для водителей и пешеходов, но лучше всего использовать специальные велосипедные фонари спереди и сзади. Когда его нет, можно использовать задний светоотражатель, но мигалки на батарейках будут работать гораздо эффективнее. Ну что ж, начинайте кататься на велосипеде прямо сейчас, несмотря на то, что вокруг снег. Это ведь так приятно и здорово. А в одном из следующих выпусков мы расскажем вам об особенностях эксплуатации велосипеда в летний период. Пока-пока! Вот так, ветер в лицо, дорога под колесами, адреналин в крови, велосипед учит нас двигаться вперед, чувствовать каждый поворот и наслаждаться скоростью. Ну, знаете, что лучше всего? После яркой дороги всегда хочется запечатлеть эти эмоции, даже не на камеру, а на холст. Ну, в целом, творчество – это ведь тоже движение, только вместо асфальта будет белое полотно, вместо педалей – кисти, а вместо скорости – погружение в поток, где время исчезает. Так что давайте переключим передачи спортивного драйва на творческий ритм. И прямо сейчас расскажем о потоковом рисовании. Доброе утро! В рубрике «Дела семейные» я сегодня хочу рассказать вам про потоковое рисование, которое вы можете использовать как игру. Когда вы задаете себе запрос, на который хотели бы получить ответ и увидеть в конце, что у вас получится. А в этой игре вы отпускаете свои эмоции, полностью отпускаете свой контроль и погружаетесь в то, что у вас получается изобразить на этом листке. Можно использовать простые ручки, простые карандаши, цветные карандаши, фломастеры, все, что есть под рукой, не заморачивайтесь. Можете рисовать рамки, тоже в произвольной форме, не обязательно, чтобы линии были ровными. И вот я рисую такие линии, разделяю их на этажи. После я беру волнистые линии, делаю их разного размера, тоже отпускаю это все и просто спокойненько рисую. Но на этом рисунок не заканчивается, так как мы работаем с ребенком, хотелось бы, чтобы это была какая-то веселая история, да? И поэтому давайте нарисуем мордочки, какие здесь у нас могут быть веселые, с рожками, да, с ушками какими-нибудь, какие-то у них могут быть эмоции интересные. Вот эту строчку нарисовала я.
Следующую строчку можно передать чтобы ребенку, чтобы он нарисовал свои эмоции, которые он испытывает в настоящий момент, может быть, в текущем дне, может быть, когда он находится с какими-нибудь друзьями или командой, да, если он тренируется. И здесь ребенок тоже рисует вот эти сначала холмы или, может быть, какие-то волны, и даем ему задание нарисовать эти эмоции. И вот он здесь тоже вот в этот поток заходит и что-то рисует. Где-то он может нарисовать такой глаз, где-то такой. Это вы потом сами расшифруете, это к вам придет интуитивно, получается. Вот. И ребенок так с вами выходит в доверительные какие-то отношения. Обратите внимание на то, какие эмоции сейчас ребенок прорисовывает. И глядя на эти эмоции, вы сможете с ним контактировать и где-то ему помочь выровнять эти эмоции или сделать их из минусовых в плюсовые. Вы сможете более детальные какие-то разговоры, более глубокие разговоры с ребенком, доверительные, зайти, видев то, что он вам изображает. Использует какие-то цвета, может быть, а может быть, наоборот, ничего не берет. Да? Вы можете создавать ему эмоцию в моменте, пока он рисует. То есть выравнивать его настроение. Например, вы можете задавать ребенку вопрос: какую эмоцию ты испытываешь, когда ты ешь любимое мороженое? И вот он рисует вот этого человечка, это он себя рисует, да? Что он там испытывает. Например, вот у него слюна побежала, язычок высунул там, да? Задаешь следующий вопрос: а что ты испытываешь, когда ты ешь кислую конфетку? И вот он начинает вот это какое-нибудь такое лицо рисовать, да, тоже вытаскивает эту эмоцию. И вот когда или когда тебе грустно, что ты чувствуешь, как ты видишь это в лицо. И вот он плачущего себя может нарисовать, да. Это все его эмоции. И здесь вы можете помочь ему эти эмоции принимать. Как с этими эмоциями жить в согласии, грубо говоря. Радоваться — это хорошо. Ребенок иногда думает, что, наверное, нужно быть всегда хорошим и только радоваться. Поэтому он может не принимать свои эмоции грусти, когда ему одиноко или он хочет плакать. Или когда он сердится, когда он на что-то злится. Поэтому такое потоковое рисование поможет вам выровнять эмоции, создать какую-то теплую атмосферу, дружелюбную с вашим ребенком, и вы сможете постоянно быть с ним на одной волне. Но вообще картины можно рассматривать часами, особенно написанные детьми. Действительно, и угадывать их сюжет, а потом слушать увлекательные истории, что на самом деле хотели нарисовать. Ага, смотри, мама, я нарисовала птичку, смотришь, там какой-то крокодил. Динозавр. Ну и еще отличный способ увлечь юных фантазеров и себя — это, конечно, книга. Да, только представьте, вы открываете книгу и внезапно оказываетесь на шумных улочках 19 века, например, или в далекой галактике, или в сердце чужой души, которая вдруг становится вашей. Книги — это не просто бумага и чернила, это такие машины времени, порталы в иные миры, тренажеры для ума и сердца. Ну, отличные, мне кажется, такие ассоциации. Уже вот прямо начинать читать сейчас, читать конечно. Книгу. Поэтому давайте познакомимся в нашей постоянной рубрикой с еще одной замечательной книгой, ведь каждая прочитанная страница — это шаг к тому, чтобы стать тем, кем мы мечтали быть. Доброе утро! Сегодня в нашей книжной рубрике мне хотелось бы остановить ваше внимание на этой книге «Нет уз святей товарищества. Истории участников СВО». Книга издана Фондом «Защитники Отечества» под редакцией писателя Захара Прилепина. В этот сборник вошли 43 подлинные истории участников СВО, в том числе 2 истории наших земляков, наших якутян. Теплые воспоминания отца-героя России и Донецкой Народной Республики, награжденного посмертно Дмитрия Егорова, и трогательный рассказ Сафрона Пономарева о своем военном талисмане, котенке, которого он нашел в подвале. Очень важно, чтобы наш многонациональный народ, а особенно подрастающее поколение, услышали правду о СВО, о ратном труде, о подвигах бойцов и командиров из первых уст. Очень важно, чтобы наш многонациональный народ, а особенно подрастающее поколение, услышало правду о СВО, о ратном труде и подвигах бойцов и командиров из первых уст. Это второй выпуск. Первая книга была презентована в феврале прошлого года, посвященная воспоминаниям ветеранов спецоперации «Жизнь за други своя». Она продолжает издаваться и распространяться по регионам России.
Эта книга вышла тиражом 3000 экземпляров. Один экземпляр поступил в нашу библиотеку, и мы приглашаем наших читателей познакомиться с подлинными историями в нашем читальном зале библиотеки. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире. Власти регионов России обязались до 1 апреля этого года обеспечить жильем ветеранов Великой Отечественной войны, которые стоят на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Данную инициативу реализуют в рамках комплекса мер, направленных на улучшение социально-экономического положения ветеранов. Этот набор мер утвердило правительство страны еще в 2020 году. В документе предусмотрено первоочередное обеспечение жильем, а также ответственность за выполнение возложена на Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны. К 2029 году наибольшим спросом на рынке труда будут пользоваться профессии в сфере персональных услуг, обрабатывающего производства, транспортировки и хранения. Кроме того, в список лидирующих сфер входят гостиничный бизнес и общепит, наука, информация и связь, а также здравоохранение. Сильнее всего упадет спрос, по данным прогноза, на работников торговли, госуправления, обеспечения электроэнергией, сельского хозяйства, недвижимости, культуры и спорта, а также финансов и страхования. До 30 года, по оценке вице-премьера страны Татьяны Голиковой, совокупный недостаток рабочих рук в России составит 2 миллиона человек, а наибольший дефицит специалистов будет в обрабатывающих производствах, транспорте и логистике. Более 100 километров ткани использовали волонтеры для пошива одежды участникам СВО. Об этом рассказала руководитель швейного цеха «Теплорук» Ирина Савина. На сегодня добровольцы изготовили комплекты одежды для 4756 бойцов. Ткань, фурнитура и оборудование закупаются на пожертвования, поэтому сегодня остро стоит вопрос финансирования пошива. Это адаптивная одежда для наших воинов. Мы выбрали именно возвращение к мирной жизни. Вот именно вот сейчас вот лежит у нас одежда, именно подготавливаем потихой. Уже на этой неделе уже отправим заявку. Эстафета творчества «Рисуем все» продолжает свое путешествие по Якутии. Город Якутск передал накануне эстафетный кубок проекта Горному району. Торжественная церемония состоялась во Дворце детского творчества, где приняли участие ученики художественных школ и учителя изобразительного искусства. Главная цель – поддержать творческий потенциал участников, укрепить межрайонные связи в сфере художественного образования. Как мы знаем, что 22 апреля 2015 году нашим первым президентом Республики Саха-Якутия Михаилом Ефимовичем Николаевым была принята концепция художественного образования детей «Рисуем все». И на основе этой концепции по всей республике проводится очень большая работа по популяризации художественного образования, рисования. За это время очень много педагогов наших школ прошли курсы повышения, обмениваются опытом. Ну а в парке культуры и отдыха в Якутске запустили аттракционы. Теперь с 11 дня до 6 вечера будут работать аттракционы «Пират», «Лошадка», «Цепочка», «Солнышко», «Юнга» и «Колокольчик». Напомню, 5 апреля в парке пройдет общегородской праздник «Якутск. Встречай весну». Гостей проводов зимы ждут концерты, народные игры и состязания. Также будет работать детская игровая площадка. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Завтра в Якутии стартует региональный этап молодежного фестиваля «Студенческая весна» среди профессиональных образовательных организаций. Яркое событие в линейке студенческих конкурсов объединит талантливую молодежь со всей республики. Они представят свое творчество в 9 направлениях. Это вокал, танцы, театральное искусство, мода, медиа и другое. О том, что ждет участников в этом году и как фестиваль раскрывает таланты, нам расскажет организатор регионального этапа, заведующая кафедрой профессионального воспитания и социальной активности молодежи Института развития профессионального образования Анна Иванова и победитель Всероссийского фестиваля «Российская весна-2024 года» в направлении «Народный танец», выпускник транспортного техникума имени Брызгалова Матвей Титов.
Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Ну, поздравляем вас с победой в прошлом году. Это, мне кажется, очень достойно, это очень интересно. Это Тем серьезно. более, да, ну, и направление очень сложное, потому что у нас народные танцы, ну, как бы представлены в разных категориях. В этом году фестиваль приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и пройдет под девизом «Российская студенческая весна. Весна Победы». Каким образом фестиваль будет отражать, получается, патриотизм наших детей, да, молодежи, как исторические ценности будут отражены? Вот как это все будет представлено? Да, в этом году наш фестиваль посвящен знаковой дате. Это 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. И наш фестиваль, он вошел в план основных мероприятий в системе образования Республики Саха-Якутия, который утвержден нашим министром образования и науки Республики Саха-Якутия, и включает этот план 80 мероприятий. Ничего себе. Да, в том числе наш фестиваль. Наш фестиваль «Студенческая весна», который ежегодно проходит по 9 направлениям. Ну, основные направления — это танцевальное, инструментальное, вокальное и ну, от медиа, да, арт, видео, журналистика, мода, естественно, да. И согласно положению Российского союза молодежи, на которую мы ориентируемся, да, в обязательном порядке, главным отличием этого года будет исполнение фронтовой песни, это направление вокальное, и фронтовая поэзия и фронтовая проза в направлении театральное. Ну, то есть, получается, мы сможем увидеть и услышать, вот, может быть, какие-то выдержки из советского кино, да, советского творчества. Да. Ну, здорово. Ну, это ребята прекрасно, уже готовятся. на самом деле, да. Да, ну, то потому что есть, при подготовке дети с этим всем познакомятся. тем более такое событие, такой юбилей. В прошлом году фестиваль прошел в Ставрополе. Да. Якутию представили, по-моему, около 50-47 студентов. Вот какие успехи были у нашей делегации, чего добились, что показали, что посмотрели? Да, в прошлом году наша делегация в составе 47 обучающихся, да, мы, можно сказать, произвели фурор, потому что если до этого у нас было максимальное количество 4 диплома, то в прошлом году мы с собой привезли целых 8 дипломов. Вау. Ну, это вообще здорово, да. Да, и по основным мероприятиям, по 8 направлениям, точнее. Ага, и вот наш Матвей из транспортного техникума со своей сокурсницей Екатериной, они стали лауреатами 3-й степени в направлении танцевальное. Ну, получается, вы заняли 3-е место, да, в составе коллектива, танцевального коллектива «Айтын» своего техникума участвовал. Вот что помогло достичь результата? Ну, как по мне, упорство — это постоянные тренировки и, ну, вера в себя. И это танцевать от души. Ну, просто вот транспортный техникум, да, ну, то есть это немножко не стыкуется. стыкуется. И тут народный танец. Как ты это совмещаешь, и тебе удается оставаться творческим человеком в достаточно техническом направлении? Ну, транспортный техникум — это... Там постоянно всякие мероприятия происходят. Еще есть Дом культуры, в котором это танцевальные коллективы есть, в которых можно участвовать постоянно. Поэтому, ну, умею совмещать. Творчество в любом случае доходит какой-то выход, где бы ты ни занимался, где бы ты ни учился. Есть такое. Что было изюминкой вашего номера? Изюминкой — дикость, как по мне. Самобытность ты имеешь в виду? Самобытность, да. Еще, ну, как сказать, неудержимый это народный дух. Неплохо это звучит. уже достаточно, да, для успеха. Для успеха, да. Да. Как принимали вообще ребята? Ну, вообще, да, в направлении танцевальное все-таки были представлены там разные направления. И молодежные, да, танцы, и рэп, и хип-хоп, но все-таки ценится на федеральном уровне вот самобытность, национальная культура. И ребята исполнили эвенкийский танец, корякский танец. И вот это было оценено. Ну, это было необычно, я думаю, да, увидеть. Я думаю, вообще здорово. Произвело действительно фурор, конечно. Ну, а сколько ребят участвовало в прошлом году именно вот в танцевальном направлении?
Из всех ну, может, от нас, можно из всех, если запомнили. Вообще... И что вам больше запомнилось? Вообще на финале приняли участие из всех регионов, были представлены все регионы, и более 2000 участников. Была очень большая конкуренция. Вот когда ты задумаешься, третье место, это третье место, а вот когда говоришь, что Когда из именно 2000 третье место, это мне уже, кажется, да, это же достижение очень серьезно. серьезное, конечно. Что запомнилось тебе? Как, Ну, может, какой-то танец, может, какое-то выступление, может быть, сама поездка. Сама поездка очень даже запомнилась. Что успели посмотреть? Москву успел. Ну, первый раз побывал в Москве. И в Ставрополе, конечно, тоже. Но это... понравились концерты, которые там... Хедлайнеры, да? Хедлайнеры, да. Хедлайнеры, получается, это звезды российской эстрады. Нилетто, кто там еще был? Там еще пицца. Пицца, пятница. Ну, здорово, что благодаря Конечно. своему творчеству ты смог поехать, показать себя, посмотреть на других. И Подарить впечатления и самому получить какие-то приятные впечатления. какие советы дашь студентам, и вот кто хочет тоже участвовать, активно себя проявить? Ну, это... Желаем, чтобы постоянно это тренировались, ну, репетиции не пропускали, и чтобы это верили в себя. Чуть-чуть. Танцевать от души и все. Чтобы не стеснялись проявлять свое творчество. Отличный наверное. совет. Грандиозный концерт скоро будет, гала-концерт. Где можно посмотреть? Да, у нас 26-го, уже завтра стартует отборочный этап. И 27-го, получается, на базе исторического парка «Россия. Моя история» у нас состоится уже финал, подведение итогов, где соберутся более 500 ребят, самых талантливых, заряженных, да, со всей нашей республики, из 29 профессиональных образовательных организаций Республики Саха-Якутия. Мы ждем ребят и узнаем имена победителей этого года. Спасибо большое, Здорово, что пришли. спасибо. Желаем успешного завершения. Ну и всех приглашаем на концерт. Наверняка это будет очень удивительно. Но... Однозначно. А с вами увидимся завтра. До Всего новых доброго. встреч. Хорошего настроения. До свидания. До свидания.